Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 23 июля в Абхазии отмечают День государственного флага. Во всех городах и районах пройдут торжественные мероприятия. В столице Абхазии они начнутся с возложения цветов к мемориалу погибших в Парке Славы с 11 утра. В это же время по Сухуму будет курсировать машина с установленной музыкальной аппаратурой для создания у горожан праздничного настроения. В 5 вечера начало мото- и велозаездов, к которым может присоединиться каждый желающий. А в 7 вечера начнется факельное шествие по набережной Махаджиров от площади имени Багапш к площади перед драмтеатром. В шествии принимают участие молодежные организации, творческие коллективы, спортивные секции, движения волонтеров при участии каждого желающего горожанина. На Театральной площади состоится праздничное народное гуляние. Кульминацией вечера, как обещают организаторы, станет абхазский хороводный танец «Аураща», в котором могут принять участие все гости праздника. В завершении мероприятия выступление диджея с исполнением национальных абхазских композиций в современной авторской аранжировке. Праздничное мероприятие предусматривает программу и для детей. Продолжаем выпуск. Президент Аслан Бжани подписал ряд указов о кадровых назначениях. Пустовалов Сергей Борисович назначен вице-премьером Республики Абхазия. Сангулия Давид Русланович назначен руководителем аппарата Кабинета министров. Куправа Беслан Сергеевич назначен указом президента председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. И Напшбагурам Семенович председателем Государственного таможенного комитета. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анква провел встречу с министром туризма Тимуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. Были обсуждены вопросы приезда в Абхазию делегации Роспотребнадзора для осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения. Так, по словам Хишба, эксперты посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах Абхазии. По сообщению Скорик, в состав делегации вошли 4 российских эксперта, руководители специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Рабочая группа будет осуществлять свои задачи с 23 по 26 июля. Утром 22 июля сотрудник пожарно-спасательной части города Чемчир обнаружил на городском пляже противотанковую гранату РКГ-3. Как сообщается на официальном сайте МЧС Республики Абхазия, об опасной находке было незамедлительно сообщено дежурной смене Центру управления силами МЧС. Гранату выбросило на берег после недавнего шторма. Прибыв на место обнаружения, саперы МЧС уничтожили взрывоопасный предмет вместе с найденной ранее реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 в селе Ктол. Не секрет, что из-за пандемии пострадала вся мировая экономика. Если брать в пример нашу страну, то большой урон понесла не только туристическая отрасль, но и сельскохозяйственная. К примеру, излюбленный туристами и местными жителями мед тоннами остался нереализованным. Наши корреспонденты попытались разобраться в теме. Репортаж на Лыкове. Мед считается самым древним лакомством. Любой человек на земле слышал о пользе этого уникального продукта пчеловодства. В Абхазии произрастает более 2000 различных медоносных растений. Насчитывается до 128 тысяч пчелосемей. Пчеловодством в Абхазии занимаются почти во всех районах, горных и низменных. Что делает абхазский мед таким особенным? Все дело в обилии медоносов, которых на территории республики насчитывается свыше 2000 видов. Последние несколько лет отечественные пчеловоды сталкиваются с большими проблемами, касающимися сбыта продукции, как в республике, так и за ее пределами. По приблизительным оценкам, на сегодня в Абхазии скопилось несколько сотен тонн нереализованного продукта. Проблема в том, что мы, например, пчеловоды, наша задача собирать мед и вывозить, и собирать. Это вместе не получается. Кто-то должен вывозить, кто-то заниматься сбором меда. Это все вместе очень сложно. Самое первое – это реализация внутри страны. Там есть проблемы. И есть группа «Абхазмед». Вот то, что построили, вот эту линию,
Да, там есть директор, он, в принципе, основной, который вывозил у нас мед. Сейчас, как он говорит, договоров нету, и с вывозом сложно, и люди не хотят, кризис, в данный момент. Руководитель РУП «Абхазмед» Даур Тугуш связывает спад спроса, в том числе и с антироссийскими санкциями западных стран. После 2014 года, по мнению Тугуш, экспорт меда из России в другие страны практически сошел на нет, и российские предприниматели перестали закупать абхазскую продукцию. Помимо прочего, в России не так давно был поднят налог на добавленную стоимость для импортеров меда. Не мог не повлиять на ситуацию экономический кризис, связанный с пандемией. Немаловажным фактором, почему спрос на отечественный мед за последние годы значительно снизился, является плохое качество продукции. Многие производители меда подходят к делу недобросовестно, добавляя в свою продукцию в целях наживы сахар, воду. Некоторые просто-напросто нарушают нормы изготовления меда, от чего и страдает качество продукта, рассказал нам Тугуш. В предприятии «Абхазмед» есть лаборатория, однако она недостаточно оснащена для тщательного анализа продукции на качество. Даур Тугуш также считает, что пока качество реализуемого меда не будет взято под жесткий контроль, будут страдать имидж абхазского меда и доходы пчеловодов. Сегодня вообще все встало. Есть кое-какие предпосылки. Мы занимаемся, общаемся с людьми. И с российской стороны мы заключили контракт с Иорданией. Это я нигде не говорил пока, но я пока тоже не уверен 100%, что у нас там что-то пойдет на 100%. Я просто говорю, что есть такие возможности, вот люди интересуются. Если у нас там все получится, то какой-то сдвиг будет. Помимо этого, и в России есть ребята, которые хотят помочь продвинуть наш мед на территории России как мед абхазский, как брендовый мед. Большую роль в реализации экспорта отечественной продукции играет торгово-промышленная палата Абхазии, которая проводит работу по продвижению абхазской продукции в зарубежные страны. Также сейчас существует огромная конкуренция на рынке меда, говорит президент ТПП Республики Тамила Мирцхулава. Однако есть неплохие перспективы. Для этого нужна и определенная поддержка со стороны государства, добавила Мирцхулава. После участия палаты в одной из зарубежных выставок, где мы представляли абхазскую продукцию, появились потенциальные покупатели из одной арабской страны. На сегодняшний день уже переговорный процесс он длится на протяжении нескольких месяцев, заключен уже контракт. Мы оказываем содействие РУП «Абхазмед» при Министерстве сельского хозяйства для того, чтобы для начала сейчас отправить хотя бы пробную партию, то есть образцы абхазского меда. В Министерстве сельского хозяйства говорят о том, что проблема сбыта отечественного меда назрела давно, и решение этой задачи должно разрабатываться на уровне правительства. На состоявшейся встрече министра сельхоза с производителями меда было принято решение обратиться в Минсельхоз России для дальнейшей разработки совместно с Роспотребнадзором концепции получения разрешения на реализацию абхазского меда в России. Отмечалась также необходимость лаборатории при РУП «Абхазмед». Отсутствует лаборатория по определению качества или происхождения меда. Вы знаете, мед, у нас есть несколько видов меда. И чтобы его определить, надо иметь лабораторию. Правительство будет заниматься для приобретения вот этого оборудования по определению качества меда и его для того, чтобы дальше уже когда будут отправлять продукцию за пределы республики, чтобы там не было никаких проблем. Абхазский мед является экологически чистым и высококачественным продуктом, который соответствует всем нормативам госстандарта. Белая акация, каштан, липа, ежевика и клевер. Мед из нектара этих растений сам по себе необыкновенно вкусен и ароматен, а его регулярный прием благотворно сказывается на здоровье. Ежегодно в Абхазии производят от 300 до 500 тонн меда. Пчеловодов в Абхазии насчитывается более 500 человек. На Алакове Алексея Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Из-за пандемии возникли трудности и с обеспечением лекарств для онкобольных. Вообще ситуация с обеспечением жизненно важных препаратов не раз обсуждалась в руководстве страны. И, похоже, проблема решается. Об этом в материале Эсма Голанзе.
Рак – одно из самых страшных заболеваний, которое поражает миллионы людей во всем мире. К сожалению, в нашей республике немало онкобольных, нуждающихся в жизненно важных препаратах. Пандемия коронавируса и карантинные меры, которые затронули все сферы жизни, не могли не повлиять и на эту категорию людей. Схемы лечения различных онкологических заболеваний стандартные и разрабатываются с учетом особенностей болезни и состояния пациента. Один из важнейших компонентов лечения – это химиотерапия. В жизненно важных препаратах нуждаются почти 70% онкологических больных. С 2004 года в Абхазии существует государственная целевая программа по обеспечению онкобольных химиопрепаратами. За год лечения по этой программе получают до 400 человек. Но я приезжаю всего на 2 дня. Обычно все лекарства есть. Все. Первый раз прошел, помогло. Сейчас дальше продолжаю. Только сегодня прибыл. Поэтому немножко слабоватый. Здесь лекарства предоставили. Кое-что купил, а кое-что здесь. В последнее время необходимых препаратов на всех не хватает, поэтому некоторые пациенты вынуждены покупать их самостоятельно. Это кабинет химиотерапии, мужской кабинет. Сегодня у меня было всего 2 пациента. И все, уже всех отпустили. К нам приходят по госпрограмме, которые получают у нас препараты, а есть, которые сами приобретают и приносят, мы капаем. В последнее время у нас не поступали препараты с 1 числа. Кто приобретает свои препараты, мы их капаем, а так не получали. Причиной такой ситуации стала пандемия и связанные с ней ограничительные меры. Из-за закрытия границ количество пациентов Национального онкологического центра увеличилось на 150 человек. В период коронавируса мы столкнулись с основной проблемой, когда закрылись наши границы. Многие находились там, многие вернулись, дожидались очередного выезда на лечение, но в связи с вышеизложенным, пришлось всем обращаться сюда. Вы можете представить, да, какое количество и какая нагрузка выпала на долю фонда. То есть мы лекарства сами не закупаем, закупают для нас по нашим заявкам, это через фонд медстрахования, это аптечные службы. В последние месяцы из-за карантина поступления в фонд обязательного медицинского страхования Абхазии значительно сократились, в связи с чем фонд был вынужден запрашивать препараты в долг у предприятия «Абхазфармация». Сейчас сумма задолженности составляет более 8 миллионов рублей. Это существенное для фонда и немножко обременительное, потому что таких средств для будущего, чтобы мы могли бы закрыть эти долги, нам немножко было... Я как бы задумалась как руководитель над этим и написала премьеру. Потом у нас была встреча у премьера, обговаривали, что Минздрав сделает там контракт и там на полгода и поможет этой категории больных, там где-то на 4 миллиона еще завезет химиопрепараты. В ближайшее время мы получим лекарства, конечно, не в объеме, но мы тоже будем стараться закрывать долги и параллельно какие-то препараты еще закупать. Государственную целевую программу по обеспечению химиопрепаратами онкобольных курирует Министерство здравоохранения республики. В связи с возникшими сложностями фонда Минздрав взял на себя обязательство приобрести часть необходимых препаратов. На сегодняшний день все необходимые мероприятия проведены по согласованию со стороной, которая поставляет эти препараты, в частности РОП «Абхазфармация», и согласовано с руководством. И вот поставка ожидается в конце этой недели. Онкологические препараты они поступят и будут переданы в Национальный онкологический центр. Государственная цепочка помощи людям обязательно должна работать, чтобы дать надежду на выздоровление и полноценную жизнь тем, кто в ней нуждается. Эсма Гуланзе, Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 7-летний Леон Кирия, подопечный культурно-благотворительного фонда «Ашана», нуждается в срочной диагностике и лечении. Историю болезни мальчика наверняка многие помнят, ведь уже 2 раза мы все вместе помогли ему пройти курс лечения в НПЦ Департамента здравоохранения Москвы. И сегодня маленькому Леону нужна наша помощь.
7-летний Леон Кирия – мальчик с большими выразительными глазами, говорящий больше, чем он сам. С виду и не скажешь, что он чем-то отличается от сверстников. Любознательный и внимательный Леон долго рассматривал съемочную группу. Особый интерес мальчика вызвал диктофон одного из журналистов, лежащий на столе. Но взять его в руки и спросить, как это работает, Леон постеснялся. Историю маленького мальчика наверняка многие помнят. Практически с младенчества он борется с болезнью. Ребенок родился с гематомой головы, но до 9 месяцев проблем не испытывал. Вскоре на шее образовалась опухоль. Было проведено лазерное обогревание, которое не помогло ребенку. Операция за операцией, но болезнь не отступала, а напротив проявлялась с большей силой. Кто-то говорил, что это бронхит, кто-то воспаление легких. Все анализы были всегда хорошие, там, может быть, чуть-чуть лейкоциты, воспалительный процесс был повышен. А в остальном всегда все анализы были хорошие, и УЗИ снимали, и на дневной энцефалограмму ребенка подключали, это уже было за предел Абхазии, но там ничего не было выявлено. Обычный ребенок, вот просто по развитию речи он отстает. Мы пили очень много таблеток, делали уколы по развитию речи, и вот именно. Но ничего не помогало. Ровно до 5 лет, до обращения фонда, мы не знали, что лечили. Маленького Леона вывезли за пределы Абхазии. В 2018 году ему был поставлен предварительный диагноз «минимальная мозговая дисфункция», то есть нервно-психическое нарушение. Из-за частого посещения больниц мальчик стал замкнутым. У него появился страх, и, что самое ужасное, Леон перестал разговаривать. Отчаявшись, мать малыша Шеризан обратилась в КБФ Ашана. И в начале 2019 года ребенок смог пройти полную диагностику и лечение в НЦП Департамента здравоохранения Москвы. Разница, вот, когда ему было 5 лет до выезда в Москву и на сегодняшний день, большая очень прям разница. Не то, что видно, прям ощущается, что ребенок уже составляет вот, состав предложения, считает до 15, все буквы знает, занимается, слушается. Он может подойти и сказать, что он именно хочет. А раньше было такое, что он подойдет, одно слово скажет, но я-то понимаю, но я просто ждала, что может он добавить, и он начинал нервничать. Мы планируем уже в этом году, вот вы знаете, что школы были, да, вот пока закрыты, вот дай бог, чтобы открылись, все дети пошли в школу, не болели. Мы собираемся идти в общеобразовательную школу. Чтобы Леон смог полностью восстановиться, ему необходимо продолжить курс лечения в той же клинике уже в августе этого года. Стоимость лечения – 250 тысяч рублей. Сумма для семьи Кирия неподъемная. Одна надежда на фонд Ашана и на неравнодушных людей. Если наши жители, если наши граждане встанут рядом с Леоном и скажут: «Мальчик, у тебя все будет хорошо, мы тебе поможем, мы у тебя есть», то именно так и будет с этой суммой. Наши люди, они уже не раз показывали, с каким неравнодушием они живут и как близко воспринимают историю каждого ребенка. Я прошу всех, кто нас смотрит, своих друзей, всех, кто, в принципе, болеет за других людей, кому близки чужие горести, чужие проблемы. Я очень прошу, чтобы они и сейчас оказали помощь. Потому что когда-нибудь, через много лет, когда мы все будем вспоминать 2020 год как год пандемии, кризиса и каких-то других проблем, Леон Кирия будет вспоминать этот год как один из самых счастливых в его жизни. Потому что в этот год его страна его не бросила, его жители ему помогли. И, в принципе, если мы можем быть причастными вот к такому большому событию в жизни маленького человека, мне кажется, мы должны это сделать. Сейчас нельзя терять ни дня, ведь чем старше становится Леон, тем меньше у него шансов заговорить. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму и сделать так, чтобы Леон смог забыть о своих недугах и стать здоровым и полноценным ребенком. Самый легкий и доступный способ – это отправить СМС со словом «добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Сария Кварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 24-29. Температура моря плюс 27.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.